Великие умы человечества, мыслители, философы на протяжении долгих столетий бьются над вопросом, что же делает человека счастливым. Думаю, этот вопрос хоть раз, но задавал сам себе и каждый из нас. Не будем с утра пораньше углубляться в дебри философии, просто дадим небольшой практический совет. Оказывается, чтобы быть счастливым, необходимо избегать того, что вам не нравится, и отводить как можно больше времени на то, что вам нравится. Ну, а необходимые обязательства просто выполняйте с удовольствием. Доброе утро! Это программа «Утренний эспрессо». Меня зовут Вероника Яковец. И нам нравится то, что мы делаем. А вам предлагаем с удовольствием провести ближайшие 45 минут. Сегодня в «Утреннем эспрессо». Для всех, у кого есть желание и кому интересно. В Бресте трудятся над созданием молодежно-патриотического центра. В ожидании большой воды мечтатель из Бреста и яхта своими руками. Для сильных и красивых в областном центре пройдет второй Кубок Республики Беларусь по культуризму и модельному фитнесу. Даже если немного похолодает, план на осенний вечер – хорошее кино. Сегодня 17 октября, пятница, и немного сказок, невзирая на раннее утро. Итак, считалось, что именно в этот день из лесов уходят лешие, ломая деревья и загоняя зверей в норы. Вот куда именно они уходят, поверье не уточняет. Даже если отбросить всю сказочность, понятно одно – природа готовится к зиме. Да и вообще считалось, что именно с этого дня устанавливаются холода. Первая половина октября порадовала нас теплой погодой, а вот насчет холодов, ну что ж, поживем, увидим. Итак, прогноз погоды на сегодня. Чуть меньше месяца осталось до старта международного конкурса песни «Детское Евровидение-2014». Напоминаем, что на Мальту с песней «Сокол» поедет белоруска Надежда Мисякова. Европейского зрителя ожидает новая аранжировка песни, элементы этнического костюма в образе юной певицы, а также традиционные музыкальные инструменты в хореографической постановке. Надеемся, что европейский слушатель останется доволен. А мы еще раз выражаем благодарность всем участникам национального отбора. И напоминаем, что поддержать белорусскую участницу можно будет 15 ноября. Ну а сейчас еще больше новостей. Обзор областной печати на телеканале «Беларусь-2». Скажете, услышать картину невозможно. Тогда лучше познакомиться с произведениями ганцевичского художника Ивана Короленко о том, как военный моряк-подводник, вернувшийся в Беларусь, отдался сердцем и душой детской мечте. Читайте в Народной трибуне. В этом году односельчане по-хорошему завидуют Тамаре Федорчик. 102 арбуза вырастила хозяйка на своем огороде. Хотите узнать, как у нее это получилось? Тогда читайте Народную трибуну. Решить проблему парковок могут только паркинги. Так считает начальник областной госавтоинспекции Андрей Сумар. В среду в Вечерке состоялась прямая линия по вопросам дорожного движения в Бресте. Гостю было задано немало вопросов, ответы на которые опубликованы в свежем номере газеты. Очередной пятачок земли в центре Бреста стал жертвой уплотнения застройки. На улице Мицкевича готовится возвести 9-этажку на месте двухэтажного особнячка. Главный архитектор города изложил для Вечерки свой взгляд на проблему.
В середине октября на предприятии Полесские журавины начинается уборка клюквы. Пенская ягода идет на переработку по всей Брестской области. Ручной сбор клюквы для отправки в Англию уже завершен. Об урожае красного золота Полесья и сколько прибыли приносит продажа клюквы, читайте в газете «Полесская правда». История Кобринского районного узла почтовой связи берет начало в далеком 1939 году. Сейчас почта – это крупнейшая социально направленная структура, пишет районная газета «Кобринский вестник». Читайте номер за субботу. Сегодня в Жабинковском районе 295 многодетных семей. Возник даже своеобразный жабинковский феномен. 8 лет подряд население города-спутника не уменьшается, а растет. А празднование Дня матери в Жабинке подробнее в субботнем номере Жабинковской районной газеты «Сельская правда». Газета «Новины Полесья» тоже посвящает один из материалов Дню матери. Эта дата стала необычно праздничной для молодых мам, которые в этот день выписывались из родильного отделения Столинской центральной районной больницы. Подробности в свежем номере газеты «Новины Полесья». В ноябре в Воротцевичах состоится открытие музея Наполеона Орды, который строится на территории районного музейного комплекса. Это будет первый музей художника не только в Беларуси, но и в Европе. Подробности в свежем номере газеты «Червоная звезда». О чем прочитать? Узнаете из обзора прессы утреннего «Эспрессо». Доброе утро! Мы напоминаем, что вы смотрите программу «Утренний эспрессо» на телеканале «Беларусь-2». И сейчас нас ожидает довольно-таки интересный разговор. Мы в студии «Утреннего эспрессо» поговорим о создании молодежно-патриотического центра на территории Брестской крепости. Итак, в гостях нашей программы первый секретарь Брестской областной организации БРСМ Виктор Иванов. Виктор, доброе утро. Здравствуйте. Действительно, речь сегодня пойдет о создании молодежно-патриотического центра, но у этого центра, а также, если можно так выразиться, у его создания есть своя предыстория. Давайте вот начнем с этой предыстории интересной. Хочу сказать, что на протяжении 3 лет наша организация развивает этот проект по созданию в Брестской крепости центра для работы с молодежью, молодежно-патриотического центра. Хочу сказать, что началом данной работы послужил визит в нашу Брестскую область президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко, который ознакомился в рамках своей рабочей поездки с концепцией создания в Брестской крепости историко-культурного комплекса Брест. Это проходило в конце 2010 года. Вот. И в рамках этого посещения он одобрил предложения, высказанные председателем исполкома в тот момент Полушенкова Александра Сергеевича по осваиванию территорий, незадействованных в Брестской крепости. Вот. Это очень большие территории, и была предложена концепция, в рамках которой мы уже на протяжении этого всего периода предложили наш центр. Он будет создан на территории Кобринского укрепления Брестской крепости, а именно в бывших зданиях полка легкой артиллерии польской армии, потом впоследствии Су-25 стрелкового полка, в штабе непосредственно этого полка. Ну вот мне бы хотелось, чтобы мы с вами сделали еще акцент на следующем. Вот мы с вами говорим молодежно-патриотический центр, да? Ну вот если можно уже об этом говорить, вот с вашей точки зрения, чем этот молодежно-патриотический центр, который будет располагаться или располагается на территории Брестской крепости, он принципиальным образом отличается от каких-то других молодежных центров, которые есть, допустим, и в Брестской области, и в Республике Беларусь? В первую очередь хотелось бы отметить, что он будет очень органично дополнять именно наш великий такой мемориал, как Брестская крепость. Вот. Он будет, можно сказать, непосредственной связи с мемориалом, непосредственной связи с нашим героическим прошлым. Потому что, вы знаете, сейчас молодежи, я считаю, много уделяется внимания и в патриотической работе, но данный центр, он бы поставил эту работу на более системный уровень. То есть данный центр, он бы системно, ежедневно работал бы с молодежью
по направлениям именно изучения истории, поисковой работы, клубной работы. То есть есть много клубов по интересам, исторических клубов. То есть мы определяем для себя такие направления принципиальные, которые будут там развиваться. Мы будем дополнять, мы будем действительно вот этот компонент такой для молодежи давать дополнительный. То есть основной они получают в учебных заведениях, а мы будем именно по интересам. То есть клубы по интересам, творческие направления, различные международные сотрудничества. То есть мы планируем, мы развиваем уже это направление, мы успешно сотрудничаем с Российской Федерацией, с такой организацией Фонд защитников Невского плацдарма, с молодежными организациями, Российским союзом молодежи. Этот проект мы выносили уже на союзное государство. То есть планируется осваивать ресурсы именно союзного государства. То есть планируется привлекать различные источники и в различных сферах именно на нашей Брестской крепости. Еще раз, несмотря на то, что уже как бы долгое время прошло, уже более 70 лет с тех страшных событий, но эта тема, как показывает современная история, она актуальна до сих пор. Виктор, я думаю, что у нас с вами, у вас в частности, получилось заинтриговать этим молодежно-патриотическим центром. Но я думаю, что не только у меня, но и у телезрителей «Утреннего эспрессо», возможно, возник вопрос. Скажите, а кто может стать, скажем так, учащимся или участником вот этого молодежно-патриотического центра? Для кого он создается? В первую очередь это наша молодежь, учащаяся школ, средних учебных заведений, студенты наших высших учебных заведений. Это все люди, которые неравнодушны к истории нашего города и Брестской крепости. То есть, в принципе, можно сказать, что каких-то ограничений в том, чтобы принять участие во всем этом мероприятии, не существует при наличии желания. Конечно, да, мы будем открыты к диалогу, открыты к сотрудничеству во всех направлениях. Сейчас структурно будет определяться, как это будет существовать, как структурное подразделение образования или культуры. Нам бы хотелось, чтобы это совместно было вместе с Белорусским республиканским союзом молодежи, чтобы оно функционировало как и наше структурное подразделение в том числе, для того, чтобы, еще раз повторяю, системно эту работу организовывать. Нам не хватает на данный момент именно базы, материальной базы для работы с молодежью. Виктор, будем с нетерпением ожидать уже такого официального открытия молодежно-патриотического центра, но прежде чем центр откроется, пока центр откроется, работа на месте не стоит, и у Белорусского республиканского союза молодежи есть множество забот и мероприятий на ближайшее время. Мне кажется, есть одно, на которое вы можете пригласить, которое будет совсем скоро или уже проходит. Хотелось бы отметить, что сейчас у нас в области проходит месячник по благоустройству, и одним из основных объектов мы видим Брестскую крепость. Буквально вчера стартовал месячник по благоустройству. Мы приглашаем всех ребят, мы будем анонсировать это на наших сайтах, на группе военно-исторический клуб «Гарнизон» ВКонтакте, приглашать на работы в Брестскую крепость для того, чтобы, благоустроить эту территорию, для того, чтобы минимизировать, может быть, затраты какие-то по этим строительным работам, которые будут в перспективе проводиться. Будем проводить это на Кубринском укреплении Брестской крепости. Приглашаем всех принимать участие в субботниках по благоустройству нашей святыни Брестской крепости. Виктор, огромное вам спасибо. Я очень надеюсь, что ваш призыв будет услышан или уже услышан нашими телезрителями. И эта работа по созданию, мне кажется, нужного молодежно-патриотического центра будет проводиться как-то быстрее, энергичнее, и мы в скором времени увидим радующий нас результат. Спасибо вам большое. Буду надеяться, да. А мы напоминаем, что сегодня утром в гостях «Утреннего эспрессо» был первый секретарь Брестской областной организации Белорусского республиканского союза молодежи Виктор Иванов. Продолжаем традицию добрых новостей. Когда-то, достаточно давно, в нашей программе мы уже рассказывали о брестчанине Дмитрии Суяркове. Мечтатель загорелся и не на шутку строительством собственной яхты. Кто-то мог отнестись к этому с улыбкой, кто-то поддерживал Дмитрия в его начинаниях. И сегодня продолжение долгожданной истории. Всем скептикам Дмитрий сегодня дает практический ответ. Подробнее обо всем расскажет Татьяна Болтуть.
Это кадры из домашнего архива семьи Суерковых. На них историческое событие. В Брестском порту Дмитрий спускает на воду яхту, которую сделал своими руками. На это ушло целых 5 лет. Проект судна придумывал сам и строил в одиночку. А ведь профессия Дмитрия далека от морской, он программист. Ей большие волны не страшны, она как поплавок. То есть это испытание больше тебе, чем яхте. Поэтому я собираюсь идти в кругосветку. А яхте ничего не остается делать. Как идти туда, куда я рулю. Дмитрий утверждает, что яхта сможет переплыть океан. В открытое море еще не выходил, но уже прошел 60 миль до Кобрина и обратно. На максимальной скорости 5 узлов. Теперь готовится к путешествию по Атлантике вдоль экватора. А плыть можно хоть завтра. Судно полностью готово. Остаются лишь мелочи. Немного навесного оборудования, сигнальные ракеты и датчики спутникового слежения. Пока что, наверное, яхтинг – это первое, что я хотел бы посвятить несколько лет своей жизни. Просто походить по миру, показать флаг Брестский, что люди тоже ходят, и Беларусь. То есть, что такое за страна. Имя своей красавицы Дмитрий до последнего держал в секрете. Лишь в день спуска на воду на ней прочитали «Алекса». Вот так. Вот. Ух ты. Ага. Многие думают, что это девичье имя. Ну, то есть Алекса, да? Алекса. А на самом деле это, как бы, получается, у меня ассоциация имени именно с дедушкой, который проходил вот все эти испытания, несмотря ни на что, он оставался жизнелюбом, никогда не расстраивался и работал как над собой, так и для семьи. В свои 7 сын Дмитрия Артур здорово разбирается в лебедках и фалах. Мальчик уверен, яхта – это, конечно, хорошо, но корабль лучше. Сам буду строить, ездить, угадывать острова. Некоторых приглашать на корабль свой, рассказывать, как я него делал, показывать, как рулить. Но пока в поход идут только старшие Суерковы. Считанные месяцы остаются до выхода семейного экипажа в кругосветку. Для них большие фрегаты – это уже прошлое. Зато в будущем идеальное путешествие. Вообще идеально, наверное, это попутный ветер. Ну, может быть, не фордевинд, но бакштаг точно, чтобы был. Ветер где-то узлов 15. И волнение, чтобы было там, ну, пусть полметра, может, метр. Дело остается за немногим – поймать попутный ветер и плыть. Карибы, Тихий океан, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, Индия, Сомали. А потом через все испытания и порты обратно в Брест. Продолжаем утро на телеканале «Беларусь-2». Министерство культуры выступило с предложением о возвращении курса мировой художественной культуры в школы, а также об увеличении количества часов музыки. Подобное предложение вызвало немалый общественный резонанс. Но в любом случае пока предложение остается предложением. Что будет дальше, поживем увидим. И, кстати, если на многие свои вопросы вы можете найти ответы, вспомнив курсы школьной программы, то о делах житейских, вернее о решении житейских проблем мы вам расскажем в нашей специальной рубрике «Горячая линия». После «Горячей линии» мы вас приглашаем познакомиться с основными вехами мировой истории. Ну а теперь вернемся к решению проблем. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Вопросы житейского характера зачастую застают нас врасплох. Найти ответ на них поможет горячая линия утреннего эспрессо.
Марина из Драгичина находится в декретном отпуске. Бухгалтерия предприятия, на котором работает женщина, ошибочно перечислила ей деньги. Марине сообщили, что излишнюю сумму удержат в следующем месяце из детского пособия. Законно ли это, хочет знать телезрительница. Марина, мы пытались разобраться в вашей ситуации и выяснили, что удержание из предусмотренных законодательством сумм выходного пособия не допускаются. Евгений Владимирович работает на одном из предприятий Бреста. На его рабочем месте установили камеру видеонаблюдения. Вопрос такой: имеет ли право руководство без моего согласия вести наблюдение? Открытое использование нанимателем видеокамеры, Евгений Владимирович, законодательством не запрещено. Если наниматель использует видеозаписи с целью собирания или распространения сведений о частной жизни работников, составляющей их личную или семейную тайну без их согласия, то такие действия могут повлечь уголовную ответственность в случае причинения вреда правам, свободам и законным интересам таких работников. Анатолий Семенович живет в Кобрине. Мужчина трудоустроился на предприятии с ненормированным режимом работы. Положены ли мне в таком случае дополнительные дни отпуска? Интересует звонившего. Да, Анатолий Семенович, работникам с ненормированным рабочим днем наниматель за счет собственных средств устанавливает дополнительный отпуск продолжительностью до 7 календарных дней. Порядок, условия предоставления и продолжительность такого отпуска определяется трудовым договором. Это была горячая линия утреннего эспрессо. Оставайтесь с нами. Хорошего дня. В 1903 году родился Андрей Гречко, военачальник, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Участник гражданской войны, похода Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию. В Великую Отечественную войну был командующим рядом армий. В этот же день, в 1908 году, в деревне Старицы нынешнего Полоцкого района родился Павел Куприянов, первый белорус, удостоенный звания Героя Советского Союза. Был участником гражданской войны 1936-1939 годов в Испании на стороне республиканцев. Был командиром танка. 17 октября в 1919 году родился Георгий Сысоев, заслуженный архитектор Беларуси, член-корреспондент Петровской академии наук и искусства в Петербурге. Один из авторов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и памятника Заслонову в Орше. В этот же день, в 1924 году, в Пинске был создан музей белорусского Полесья. Среди наиболее интересных экспонатов музея – уникальная коллекция керамической плитки и саркофаг XII века. Кроме того, коллекция оружия, рукописные грамоты XIV-XVII веков, статут Великого княжества Литовского и печатные издания XVII века. В фонде музея находятся также картины художников Шишкина, Поленова, Перова, Масленникова и других художников. 17 октября в 1938 году была учреждена медаль «За отвагу». Вручалась она за личное мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами Отечества, при охране государственной границы СССР, а также при исполнении воинского долга, сопряженного с риском для жизни. И снова доброе утро. Мы продолжаем программу приятной новостью. Мы накануне опять-таки повторимся приятного события. 19 октября в городе Бресте открывается второй Кубок Республики Беларусь по культуризму и модельному фитнесу. И сегодня в гостях утреннего эспрессо один из организаторов соревнований Вера Богданович. Вера, доброе утро. Доброе. Вера, мы уже так проанонсировали достаточно громко о том, что в Бресте 19 октября открывается второй Кубок Республики Беларусь по культуризму и модельному фитнесу. В принципе, для города над Бугом это событие достаточно, скажем, прямо долгожданное. Вот мне бы хотелось, чтобы вы продолжили эту мысль. Ну, в Бресте данные соревнования ждали достаточно долго. Последние соревнования такого типа проходили лет 20 назад. Поэтому для брестчан это будет событие, которое они с удовольствием смогут посетить. Скажите, пожалуйста, вот кубок по культуризму и модельному фитнесу. Какие категории будут представлены на соревнованиях? Что мы можем увидеть, когда придем на соревнования? На наших соревнованиях представлены следующие категории. Это детский и аэробный фитнес, в котором участники будут показывать свою произвольную программу.
В данной категории представлены дети со всей Республики Беларусь, в том числе из Бреста, коллективом «Белая Русь». Модельный фитнес – это девушки с красивой спортивной фигурой, будут позировать и дефилировать в открытых купальниках и красивых вечерних ярких платьях. Ну, я думаю, здесь вы заинтриговали многих наших телезрителей. Ну и, конечно же, самая популярная категория – это культуризм. В ней будут участвовать мужчины и женщины, и возрастные группы – это юноши и юниоры, и, конечно же, ветераны старше 40 лет. Ну и не стоит забывать о такой категории, в которой участвуют спортсмены сильные духом. Это категория людей с ограниченными возможностями, в которой будут принимать участие люди-инвалиды и также представлены участниками из Бреста. Вера, вот мне бы хотелось, чтобы о брестчанах мы поподробнее поговорили. Мы говорим о том, что Кубок Республики Беларусь, но все-таки, как говорят, своя рубашка ближе к телу. Вот насколько представители этого вида спорта из Бреста, ну и в целом Брестской области, выглядят достойно на фоне своих коллег с Республики Беларусь, со всей страны? Брестчане выглядят вполне достойно, поэтому зрителям будет за кого поболеть. Неделю назад с чемпионата мира у нас приехало 2 чемпионки в модельном фитнесе, поэтому выступают и титулованные спортсмены, и дебютанты, которые будут представлять все категории данного кубка. Зрители могут посетить выставку-презентацию фитнес-индустрии, которая будет проходить в рамках данного кубка, в которой будут представлены ведущие производители и представители спортивного питания и одежды и аксессуаров для спорта. Вера, скажите, пожалуйста, вот кубок второй кубок Республики Беларусь. То есть, в принципе, можно сказать, что подобные соревнования, они достаточно молодые в Республике Беларусь. Что показал опыт первых соревнований? Насколько вообще это интересно для, скажем так, непрофессионала, для человека, который, ну, может быть, в принципе, далек от культуризма, но который может там участвовать в качестве зрителя и в качестве болельщика? Ну, во-первых, это интересно в плане эстетики, то есть смотреть на красивые тела, это уже интересно. Также это может служить как мотивация, потому что на соревнованиях выступают обычные люди, которые также работают, учатся, у всех есть семьи, дети, но тем не менее они находят время и силы для того, чтобы привести себя в порядок. Поэтому, в принципе, зрители, которые приходят на соревнования, они заряжаются позитивной энергией и стремятся стать лучше. Вера, скажите, пожалуйста, а вы сами будете принимать участие в Кубке? Да, конечно. Ну и как вы готовитесь? Не только как организатор, но и как спортсмен к этим соревнованиям? Подготовка к соревнованиям достаточно долгая, поэтому сейчас мы над этим работаем. Это будет первый старт в этом сезоне, но не последний. То есть через неделю будет международный кубок в Витебске. И также будет у нас еще молодежный кубок в Волковыске, на котором также буду принимать участие. Вера, я вам, ну, естественно, всем брестчанам и жителям Брестской области, спортсменам Брестской области желаю удачи в соревнованиях. Спасибо, мы постараемся оправдать ваши ожидания. Вера, ну и вот на этой положительной, оптимистичной ноте, я бы даже сказала, вы можете пригласить наших телезрителей, да в принципе и всех жителей города Бреста на второй Кубок Республики Беларусь по культуризму и модельному фитнесу. Куда, когда и во сколько приходить? Приходите 19 октября в 17:00 на финальное шоу, которое пройдет в ДК профсоюзов. В нем будут участвовать сильнейшие спортсмены Республики Беларусь. Вам будет интересно. Вера, а вам огромное спасибо за интересную беседу. Надеюсь, что культуризм и модельный фитнес заинтересует также наших телезрителей. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы напоминаем, что сегодня в гостях утреннего «Эспрессо» была один из организаторов второго Кубка Республики Беларусь по культуризму и модельному фитнесу Вера Богданович.
Поводов проехаться по Беларуси станет больше. Думаю, эта инициатива заинтересует как иностранных туристов, так по душе придется и самим белорусам. С 2015 года будет разработана гастрономическая карта Беларуси. Одним словом, о национальной кухне теперь вы сможете узнать гораздо больше, проведя свое маленькое исследование. Также предполагается, что у каждого региона в качестве визитной карточки будет названо какое-нибудь знаковое блюдо, которое можно будет попробовать в местных ресторанах и кафе. Ну что ж, с нетерпением ожидаем выхода кулинарной карты Беларуси. А теперь перейдем от теории к практике. Правда, не только с национальной, но и с основными тенденциями мировой кухни вас познакомит шеф-повар ресторана «Эрмитаж». Доброе утро. Вы знаете, вчера я был на рыбалке и поймал карпа. Карп – это белорусская речная рыба. И сегодня мы ее приготовим. С вами шеф-повар ресторана «Эрмитаж» Гринин Иван. Приступим. Для этого нам понадобится филе карпа, лимон, черри, укроп, масло, соль, перец. Берем филе карпа. Одним из главных секретов приготовления карпа – это правильно его нарезать. Нарезать так, чтобы не осталось практически ни одной косточки. Либо они остались, но они были очень маленькие. Я применяю японский способ нарезания рыбы. Все мы нарежем под углом 30 градусов к филе в двух плоскостях. Сейчас я это вам продемонстрирую. Вот такими вот движениями мы нарезаем филе до практически кожи. Все косточки мы прорезаем. Теперь мы ее переворачиваем вот так вот. И то же самое делаем под другим углом. Вот так вот. У нас получилось вот такое вот филе. Все прорезано так, что косточки не либо слишком маленькие, либо полностью при нарезке они выпотрошились. Теперь мы его посолим. Поперчим. Немного сбрызнем соком лимона. Филе нам осталось только теперь пожарить. Мы включаем на максимальную мощность нашу плиту и ждем так, чтобы полностью сковородка разогрелась. Чтобы она прям раскалилась до красна и с нее шел дым. Пока наша сковорода нагревается, при такой нарезке немного косточек остается, но при большой температуре косточки выжариваются и будут только хрустеть у вас немножко на зубах. Наша сковорода практически нагрелась. Вот уже идет заметный пар, дым. Берем наше филе и вот так вот аккуратно еще немного масла. Вот давайте положим немножко помидорчиков черри. Пусть это все немножко постоит и потомится. Наша рыба уже практически готова. Мы туда положили немножко помидорчиков черри. Пусть она постоит и потомится. А теперь мы возьмем немного укропчика для декора. Его мелко нарежем. Вот так вот. Такого количества нам вполне достаточно будет. Я заранее приготовил немного зеленого масла. В него в состав входит чеснок, оливковое масло, укроп и петрушка. Просто все это перемолол в блендере и получил такую вот однородную массу. Укропчик мы нарезали. Возьмем немного капустки. Это
Савойская капуста. Просто так вот мы режем. Берем нашу тарелку, на нее выкладываем нашу капусточку. Так вот. Небрежно, непроизвольно. Немного сольки, перца. Немного сначала зеленого масла. Вот так вот. Наше филе карпа. Аккуратно снимаем с плиты. Выкладываем на тарелку. Черик. Немного укропа. И сверху зеленым маслом мы это все поливаем. Итак, наше блюдо готово. Сегодня мы приготовили речного карпа, который я сам же поймал. С вами был шеф-повар ресторана «Эрмитаж» Гринин Иван. Приятного аппетита! Кстати, хорошая еда, вкусная и полезная, поможет вам бороться с осенней депрессией. А вообще в борьбе с хандрой вам помогут фрукты и хлебные изделия из муки грубого помола. Но и это еще не все. Много света и светлые оттенки помогут вам, если так можно выразиться, удлинить световой день. По поводу сна. Гормон радости, серотонин, наиболее активно вырабатывается с 23:00 до часа ночи. Поэтому спать надо ложиться не позднее 10 вечера. Так что следуйте этим несложным рекомендациям, и отличное настроение вам обеспечено. Ну а дополнит ваш досуг хорошими эмоциями качественный кинематограф. О новинках мирового кино прямо сейчас в утреннем «Эспрессо». Доброе утро! Пятница, выходные, да и вся грядущая неделя готовит любителям кино сразу несколько сюрпризов. Премьеры, стартовавшие в нашем прокате в эти дни, сколь интересны, столь и разнообразны по своему наполнению. В фильме «Укради мою жену» развернется невероятная семейная драма, которая вряд ли кого-то оставит равнодушным. Тем более в роли пострадавшей выступит сама Дженнифер Энистон. Несмотря на это, в картине будет и много смешных моментов. В общем, знакомимся с сюжетом премьеры ближе и внимательней. Слушай, я еду в Саус-Бич сегодня. Я же тебе говорил, да? Не знаю, наверное. Милый, чем займемся? Может, сексом? Раз уж идем в постель, да. Я развожусь. Ого! Это она? О да, наша цель. Просто невероятно. Понимаю. Очень странно. Главные герои фильма, незадачливые преступники Ордел и Луис, познакомились в местах не столь отдаленных, где оказались по одному и тому же обвинению – угон автомобиля. Вместе они разрабатывают план похищения супруги Фрэнка Доусона, нечистого на руку дельца, для того, чтобы получить немалый выкуп. Однако Фрэнк неожиданно не собирается тратить целый $1 миллион на освобождение своей благоверной. А безразличен он потому, что у него есть любовница. За такой своеобразный подарок судьбы он может только отблагодарить похитителей и отправиться к своей Мелани. Поэтому грабителям нужен новый план по взиманию платы с нерадивого разработчика. Супруга же по имени Микки, узнав о существовании любовницы, предложила грабителям помощь. Она хочет убить мужа. Теперь преступникам необходимо уносить ноги. Он подал на развод. Скажешь ему, что он больше не увидит свою жену? Он и так не хочет ее видеть. Ты только сэкономишь ему 100 000 алиментов ежегодно. Собираетесь меня убить? Какие-то проблемы? Я легонечко стукнул. Надеюсь, что нет. Ты милашка, но из тебя отстойный шантажист. Только без обид. Он такой тупой, просто прелесть. Тебе лучше спрятать жену, а то ее кто-нибудь украдет. Обещаешь? В фильме «Судья» всем известный Роберт Дауни-младший отошел от своих любимых амплуа шутника и супергероя и предстал перед публикой в действительно драматической роли. Картина заставит задуматься, а может даже переосмыслить то, что раньше казалось обыденным. Смотрим. Печально известный Хэнк Палмер. Холеный адвокат, презирающий закон. Эй! Я промахнулся? Каково это знать, что каждый твой подзащитный виновен? Терпимо.
Невиновным я не по карману. Встать, суд идет! Слово предоставляется адвокату. Моя мама умерла утром. Это первый раз у тебя мама умирает? Или каждый раз, когда проигрываешь? Первый. И дедушка Палмер тоже умер? Нет, дедушка Палмер умер для меня. Это выражение такое. Как все запутано. Мне стоит поехать с тобой. Поверь, никто не хочет ехать в Карлове, в Индиану. Главный герой картины – преуспевающий адвокат по имени Генри Палмер, которого друзья зовут просто Хэнк, давно живет и практикует в большом городе, но, получив известие о смерти матери, едет на родину в один из городков Индианы. Не обнаружив отца, который трудится в должности главного местного судьи, Хэнк предпринимает попытки его разыскать. Но его ждет серьезное потрясение. Шериф сообщает, что его отец Джозеф подозревается в убийстве жены. Хэнк вынужден выступать на суде в качестве защитника собственного отца, обвиненного в тяжком преступлении. По сути, он должен самостоятельно расследовать все обстоятельства случившегося, чтобы приблизиться к правде, а также воссоединиться с семьей. Кроме того, Палмеру предстоит разобраться в отношениях с одной привлекательной особой, у которой есть своя история, тесно связанная с ним. А яблочко это червивое, мистер Палмер? Я предъявлю вашему отцу убийство первой степени, и у вас будет место в первом ряду. Мой отец та еще сволочь, но он не убийца. Я помню, как ты играл со мной, но мало. Почему? Был ли я строг? Да. Я делал то, что считал правильным. По моему опыту, Хэнк, иногда нужно простить, чтобы быть прощенным. Нам действительно конец. Нет, не конец. Будьте в курсе всех кинопремьер недели и выбирайте то, что вам по душе. И приятного вам просмотра! Нашу программу мы начинали с небольших правил практического счастья. Знаете, в этом списке есть еще одно. Если не получается изменить обстоятельства, которые мешают вам быть счастливыми, попробуйте изменить свою точку зрения на происходящее. Откровенно говоря, это нелегко, но результат того стоит. Взгляните на окружающий мир с любовью, и, думаю, он вам ответит взаимностью. Это была программа «Утренний эспрессо». Меня зовут Вероника Яковец. До встречи на телеканале «Беларусь-2».